Давайте закроем глаза и попробуем услышать эхо ушедшей эпохи. Перенесемся в то время, которое предшествовало огненному шторму Великой Отечественной войны. Представьте себе бескрайние дремучие леса Советского Союза в конце 20-х и начале 30-х годов. Здесь, вдали от шумных городов и промышленных строек, в первозданной тишине, нарушаемой лишь пересвистом лесных птиц и таинственным шорохом в густых зарослях, кипела тайная, почти мистическая работа, о которой не писали в газетах и не говорили на партийных собраниях. Страна, словно мудрый, предчувствующий беду зверь, готовила свою теневую армию, свое второе, скрытое войско. Это была не просто рутинная военная подготовка, а создание целой науки, уникальной философии лесной войны, в которую вкладывали свой гений лучшие умы того времени. Во главе этого грандиозного и совершенно секретного проекта стоял человек-легенда, чье имя позже будет вызывать суеверный ужас у врагов. Илья Григорьевич Старинов, гениальный диверсант, подрывник от Бога, для которого война была не бойней, а сложнейшей шахматной партией. Под его личным руководством в затерянных в лесах лагерях сотни ветеранов гражданской войны, людей, чьи души и тела были закалены в горниле жесточайших боев, проходили специальную переподготовку. Они не просто вспоминали боевые навыки, они заново учились быть единым целым с лесом, становиться его неотъемлемой частью, читать следы зверей и людей как открытую книгу, превращаться в невидимую тень и наносить из этой тени молниеносные, смертельные удары. Это были не просто солдаты, это были будущие командиры, мозг и стальное сердце грядущего народного сопротивления. Одновременно с этим в потаенных конструкторских бюро, скрытых от посторонних глаз за высокими глухими заборами, лучшие инженеры страны, подобно средневековым алхимикам, колдовали над созданием нового, невиданного доселе оружия. Это были не громоздкие, требующие заводского производства пушки и пулеметы, а маленькие, дьявольски хитроумные устройства, которые можно было смастерить буквально из подручных материалов, из куска обычного хозяйственного мыла, из старой подковы, из крестьянской косы или топора. Каждая деталь, каждая инструкция, каждая схема были продуманы до мелочей, чтобы любой, даже совершенно необученный военному делу человек, оказавшись в тылу врага, мог превратить свою родную деревню в неприступную крепость, а окружающий лес — в смертельную, непроходимую ловушку для любого захватчика. Но затем, внезапно и страшно, как удар грома среди ясного неба, наступил 37-й год. По стране пронесся черный, леденящий душу смерч репрессий, без разбора уничтожая все на своем пути. И большинство этих уникальных специалистов, этих истинных рыцарей лесной войны, были объявлены врагами народа. Их бесценный опыт, накопленный годами, их уникальные, не имеющие аналогов в мире знания, их беззаветная, до последней капли крови преданность Родине оказались не просто не нужны. Они стали смертельно опасными для самих их обладателей. Разработка специальной диверсионной техники была немедленно свернута, а сама идея партизанской войны, как оборонительной, объявлена вредной, трусливой и паникерской. Если бы, только если бы этому негласному войску, этой заранее и так блестяще подготовленной силе уделили должное внимание, если бы удалось вырвать из кровавых лап молоха репрессий те бесценные кадры, вся мировая история могла бы пойти совершенно иначе. Представьте себе на мгновение, как в первые же часы войны, 22 июня 1941 года, по всей оккупированной территории, словно грибы после теплого летнего дождя,
вырастают тысячи заранее подготовленных, прекрасно вооруженных и великолепно организованных партизанских отрядов. Они, действуя по единому, разработанному еще в мирное время плану, перерезают стальные артерии вражеского снабжения, взрывают мосты и железнодорожные узлы, пускают под откос эшелоны с танками и живой силой. Блицкриг, на который так самонадеянно рассчитывал Гитлер, захлебывается в собственной крови и хаосе, превращаясь из молниеносной прогулки в медленную, мучительную агонию для хваленых немецких дивизий. Но история, как мы знаем, не терпит сослагательного наклонения, и ее страницы написаны кровью, а не чернилами мечтаний. Это поразительная, это поистине преступная слепота высшего политического и военного руководства страны, это глубоко укоренившаяся в их сознании недооценка возможностей партизанской войны имела под собой простое, но до ужаса самонадеянное объяснение. После того, как страна нечеловеческим напряжением сил совершила грандиозный индустриальный рывок, когда из ворот новых заводов-гигантов нескончаемым потоком пошли тысячи танков и самолетов, Сталин и его ближайшее окружение, опьяненные этими успехами, окончательно и бесповоротно уверовали в доктрину будущей войны на чужой территории малой кровью. В их воображении рисовались исключительно победоносные картины. Могучие танковые клинья Красной Армии, сметая все на своем пути, триумфально движутся по улицам Варшавы, Праги, Берлина и Бухареста. В этом бравурном, почти опереточном сценарии, где враг разбит одним могучим и сокрушительным ударом, для народных мстителей, для тех, кто должен был бы сражаться на своей собственной, растоптанной и выжженной врагом земле, попросту не находилось места. Сама мысль об обороне, об отступлении, о партизанской борьбе на советской территории казалась им не просто кощунственной, но и паникерской, вредительской. Партизаны, в их представлении, были неким анахронизмом, романтическим пережитком времен войны с Наполеоном или гражданской, но никак не серьезным фактором в грядущей войне моторов. Для такого молниеносного, победоносного наступления, как они полагали, нужны были не партизаны, а профессиональные, специально обученные диверсанты, которые должны были действовать в глубоком тылу противника, сея хаос и панику, подготавливая почву для прихода основных сил Красной Армии. Причем основную ставку делали не на своих, не на советских граждан, а на идейно близких иностранцев, на немецких антифашистов, на польских коммунистов, на чешских патриотов, которые, как ожидалось, поднимут восстание в своих странах и встретят советские войска как долгожданных освободителей. И это были не просто умозрительные кабинетные теории. Сохранились свидетельства того, как эта доктрина воплощалась в жизнь. Так, Людвиг Свобода, в будущем президент Чехословакии, а в то время полковник и командир Чехословацкого легиона, находившегося на территории СССР, в своих мемуарах вспоминал, как весной 1941 года, буквально за несколько недель до начала войны, советский генеральный штаб вел с ним и с представителями чешского правительства в изгнании активные и совершенно секретные переговоры. Речь шла о срочной подготовке чехословацких десантников и диверсантов для их последующей заброски в тыл к немцам, о налаживании каналов связи, об обмене разведывательной информацией. Планы строились самые грандиозные и далеко идущие, но огненный шквал, обрушившийся на страну 22 июня, в один миг превратил все эти замыслы в бесполезную макулатуру. Уже после войны, в своем горьком, полном нескрываемого сожаления письме, опубликованном в первом номере военно-исторического журнала за 1962 год,
Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, человек, которому судьбой было уготовано возглавить все стихийно возникшее партизанское движение, с беспощадной прямотой писал об этой роковой ошибке высшего руководства. Ошибочные и неверные установки Сталина о ведении войны исключительно на чужой территории, писал он, привели к полному и безоговорочному сворачиванию всей работы по изучению и обобщению бесценного опыта партизанской борьбы времен Гражданской войны, к уничтожению всех мобилизационных документов и планов. Эта преступная недальновидность, это высокомерное пренебрежение собственным историческим опытом, по словам Пономаренко, усугубили те невероятные, почти нечеловеческие трудности, с которыми партии и народу пришлось столкнуться при организации партизанского движения в первые, самые катастрофические месяцы войны. За эту ошибку, за эту слепую веру в собственную непогрешимость пришлось заплатить страшную, немыслимую цену миллионами жизней и тысячами сожженных деревень. В результате всего этого, когда грянула война, стихийно возникавшие в лесах Белоруссии, Украины и Смоленщины партизанские отряды, состоявшие из чудом вырвавшихся из гигантских котлов красноармейцев и преданных советской власти местных жителей, оказались брошены на произвол судьбы. Это были горстки отчаявшихся, голодных, оборванных людей, часто без оружия, без продовольствия, без медикаментов, без какой-либо связи с большой землей, без малейшего представления о том, что делать дальше. Они были подобны слепым котятам, беспомощно тычущимся в холодную, враждебную, полную смертельных опасностей темноту. Вдобавок ко всему, в первые самые страшные месяцы войны, и эта горькая, неудобная правда, которую десятилетиями старательно замалчивали, значительная часть населения на оккупированных территориях встречала немцев, если не с распростертыми объятиями, то с затаенной надеждой на перемены к лучшему. Измученные жестокостью коллективизации, раскулачиванием, голодом и волнами сталинского террора, многие люди видели в пришедших захватчиках освободителей от ненавистного большевистского ига. И для первых, малочисленных и слабых партизанских отрядов это стало еще одним, возможно, самым страшным ударом. Они оказались чужими среди своих, изгоями на своей родной земле, вынужденными опасаться не только немецких карателей, но и вчерашних соседей. Однако этот период мучительных иллюзий и выжидательного затишья оказался на удивление коротким. Первоначальная надежда на то, что немецкий новый порядок принесет с собой освобождение от колхозного рабства и сталинской тирании, начала таять, как первый весенний снег под безжалостными лучами жестокой реальности. Вместо обещанной свободы и частной собственности на землю оккупанты принесли с собой публичные казни, тотальный грабеж, принудительный почти рабский труд и массовый угон молодежи в Германию, откуда возвращались лишь единицы. Расстрелы заложников, сожжение целых деревень за малейшее подозрение в связи с партизанами, циничное и высокомерное отношение к местному населению как к людям второго сорта — все это быстро и бесповоротно развеяло последние остатки наивных надежд. Маятник народного настроения, качнувшись было в сторону немцев, теперь с неумолимой силой полетел в обратную сторону. Ненависть к захватчикам, сперва глухая и подспудная, начала прорываться наружу. И именно в этот переломный момент, к суровой и голодной зиме 1941 и 1942 годов, в дремучих лесах Белоруссии и Смоленщины стали происходить качественные изменения. Из-за линии фронта, рискуя жизнью на каждом шагу, начали проникать небольшие, но прекрасно подготовленные специальные группы НКВД и армейской разведки. Это были не просто солдаты,
а элита спецслужб, профессиональные диверсанты, опытные радисты, прирожденные организаторы. Вместе с ними в тыл врага забрасывались и кадровые партийные работники, авторитетные командиры и комиссары, люди, обладавшие не только стальной волей и непререкаемым авторитетом, но и, что самое главное, четким пониманием целей и задач борьбы. Они, как опытные скульпторы, начали лепить из разрозненных, деморализованных и плохо вооруженных групп окруженцев и местных жителей единый боеспособный организм. Они приносили с собой дисциплину, порядок, связь с большой землей и, самое важное, веру в конечную победу. Эти первые, по-настоящему боеспособные отряды начали наносить врагу болезненные, ощутимые удары, причиняя немцам немалое беспокойство. Местное население, окончательно разочаровавшись в оккупантах, все активнее и смелее начинало помогать партизанам. Люди делились последним куском хлеба, отдавали теплую одежду, укрывали раненых, становились глазами и ушами лесных бойцов, сообщая о передвижениях вражеских гарнизонов. А сокрушительный разгром немецких войск под Москвой, весть о котором, передаваемая из уст в уста, мгновенно облетела все оккупированные территории, стал тем мощным психологическим толчком, той искрой, из которой разгорелось пламя всенародной войны. Вера в непобедимость германской военной машины, казавшаяся незыблемой, рухнула в одночасье. Многим тогда стало казаться, что конец войны близок, что немцы вот-вот покатятся назад, к границе, под сокрушительными ударами Красной Армии. Москва, с некоторым опозданием, но все же осознав, какую мощную, поистине стратегическую силу она чуть было не упустила, постаралась немедленно и жестко взять это стихийное движение под свой полный и безраздельный контроль. Первоначально руководство партизанскими отрядами было возложено на военные советы соответствующих фронтов и действовавших при них представителей НКВД. К этому процессу были также подключены подпольные комитеты Коммунистической партии союзных республик и оккупированных областей РСФСР. Однако такая система была громоздкой, неповоротливой и неэффективной. И вот 30 мая 1942 года решением Ставки Верховного Главнокомандования был создан единый координирующий орган – Центральный штаб партизанского движения. Его возглавил первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, человек, прекрасно знавший специфику региона и пользовавшийся огромным авторитетом. К этому времени стало окончательно ясно, что снабжать эту разросшуюся лесную армию оружием, боеприпасами, взрывчаткой и медикаментами можно только одним путем – по воздуху. Центральный штаб, в отличие от командования отдельных фронтов, обладал в этом отношении гораздо большими, почти неограниченными возможностями. Он получил право напрямую привлекать для снабжения партизан не только транспортную авиацию, но и авиацию дальнего действия, способную совершать глубокие рейды в тыл противника. Более того, в сентябре 1942 года, в попытке придать движению еще больший вес и авторитет, главнокомандующим всем партизанским движением был назначен никто иной, как маршал Климент Ефремович Ворошилов, которому формально и подчинялся Центральный штаб. Однако очень скоро стало очевидно, что аппарат главнокомандующего и аппарат штаба просто дублируют функции друг друга, создавая ненужную бюрократическую волокиту. А сам Климент Ефремович, не имевший реальных рычагов управления, превратился в еще одну промежуточную и, по сути, лишнюю инстанцию между Центральным штабом и Ставкой. Поэтому уже в ноябре того же 1942 года этот высокий, но чисто декоративный пост был без лишнего шума упразднен.
Впоследствии сам Центральный штаб не раз претерпевал всевозможные реорганизации и изменения. Его то расформировывали, передавая функции на места, то снова воссоздавали, пока, наконец, 13 января 1944 года, когда освобождение советской территории шло уже полным ходом, его не упразднили окончательно. Руководство оставшимися в тылу врага партизанскими отрядами было полностью передано республиканским и областным штабам. Пономаренко возглавил самый крупный и мощный из них – Белорусский штаб партизанского движения. К тому времени стало очевидно, что местным штабам, находящимся в непосредственной близости от линии фронта, гораздо удобнее и эффективнее координировать взаимодействие партизанских отрядов и наступающих частей Красной Армии, а также организовывать их снабжение всем необходимым. Это, впрочем, как показали дальнейшие события, не уберегло партизанские соединения Белоруссии от тяжелейших потерь и крупных поражений в ходе масштабных карательных операций, проведенных немцами весной и в начале лета 1944 года, буквально накануне полного изгнания врага с белорусской земли. Однако, несмотря на создание централизованной системы руководства и налаживание воздушного моста в головах высшего руководства, включая Сталина и самого Пономаренко, до самого конца войны продолжала жить одна крайне опасная и губительная иллюзия. Они искренне, почти фанатично верили в то, что партизанские отряды способны и, более того, обязаны воевать главным образом за счет трофеев, добывая оружие, боеприпасы и все необходимое снаряжение непосредственно у врага. Эта идея красной нитью проходила через все приказы и директивы, спускаемые из Центрального штаба. Так, 18 августа 1942 года Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко направил во все фронтовые и республиканские штабы партизанского движения специальную директиву, суть которой сводилась к нескольким простым и жестким тезисам. Во-первых, категорически утверждалось, что партизанские отряды не только должны, но и имеют все реальные возможности для того, чтобы полностью обеспечивать себя за счет противника. Если у партизан не хватает винтовок, патронов, взрывчатки или обмундирования, они обязаны добыть все это в открытом бою, в дерзких налетах на вражеские гарнизоны и склады. Категорически запрещалось, говорилось в директиве, приучать отряды постоянно требовать помощи и полагаться исключительно на снабжение из центра, поощряя тем самым беззаботность и иждивенческие настроения. Во-вторых, фронтовым штабам строго указывалось на то, что, отправляя свои заявки в Центральный штаб, они совершенно упускают из виду тот факт, что все вооружение и боеприпасы в первую очередь отпускаются для нужд действующей армии. Поэтому и снабжение партизан должно идти через армейские структуры. Фронты, говорилось в документе, сами вправе и должны предъявлять заявки для нужд подчиненных им партизанских отрядов. Доставка грузов самолетами, по мнению Пономаренко, также во многом могла быть решена силами фронтовой авиации. И лишь в снабжении какими-то специальными видами вооружения, такими как портативные радиостанции, хитроумные мины замедленного действия или бесшумное оружие, Центральный штаб обещал оказывать посильную помощь. На бумаге все это выглядело логично и по-военному строго. Но на практике, в суровой реальности лесной войны, все обстояло совершенно иначе. За счет местных ресурсов партизаны могли обеспечить себя только одним – продовольствием и фуражом для лошадей, да и то зачастую отбирая последнее у и без того разоренного и доведенного до отчаяния войной населения. Этот процесс, называемый в отчетах реквизицией,
часто превращался в банальный грабеж, что неизбежно подрывало поддержку партизан со стороны мирных жителей и создавало почву для конфликтов. Но добыть в достаточном количестве оружия и особенно боеприпасы было практически невозможно. Трофеи, захваченные в редких удачных боях, были каплей в море. Патроны приходилось экономить, буквально считая каждый выстрел. Об этом уже после войны, 28 декабря 1965 года, в своем откровенном письме на имя того же Пономаренко написал бывший командир одного из партизанских отрядов по фамилии Андреев, ставший впоследствии одним из руководителей белорусских профсоюзов. Он с горькой иронией вспоминал, как они, получая грозные директивы из Москвы с требованием усилить боевую активность, были вынуждены отправлять на задания бойцов, вооруженных одними лишь самодельными гранатами, а то и просто топорами. Теперь давайте коснемся еще одного, пожалуй, самого известного и в то же время самого спорного мифа о партизанской войне. Мифа о ее реальной численности. После победы в многочисленных книгах, фильмах и на торжественных вечерах в домах офицеров с высоких трибун звучала красивая и впечатляющая цифра – более 1 миллиона человек. Создавался образ, будто каждое третье дерево в белорусских лесах прятало за собой по 5 отважных бойцов, и вся страна, как один, поднялась на священную войну. Однако пожелтевшие от времени и долгое время скрытые под грифом «секретно» документы военного времени рисуют куда менее радужную, но гораздо более честную и трагическую картину. Тот самый Пономаренко и его штаб денно и нощно, с карандашом в руках, сводили дебет с кредитом, пытаясь подсчитать реальную численность своей лесной армии. Вот только данные, которые поступали с мест, и цифры, которые в обратном направлении уходили в Москву, в Ставку, порой не имели ничего общего с реальным положением вещей. Командиры бригад и отрядов, находившиеся за сотни километров от штабов, зачастую сами не знали точного числа своих бойцов. Люди гибли, уходили, приходили, и уследить за этим в условиях постоянных боев и перемещений было практически невозможно. А иной раз, и это было скорее правилом, чем исключением, командиры сознательно и многократно завышали численность своих подразделений. И мотивы для этого были самые прозаические. Количество патронов, мин, медикаментов, сахара и тушенки, которое мог выделить Центр, напрямую зависело от цифр в отчетах. Больше бойцов на бумаге, больше реальных патронов и продуктов прилетит на ближайшую посадочную площадку. Но существовал и другой, не менее распространенный прием. Если отряд понес в бою тяжелые, невосполнимые потери, а командир не хотел портить свою репутацию в глазах высокого начальства, численность временно уменьшалась в отчетах, а реальные потери занижались или вовсе скрывались. Так удавалось выиграть немного лишнего времени, получить дополнительные патроны и продовольствие на мертвые души и создать видимость успешной боевой деятельности. Когда же последний немецкий сапог покинул многострадальную белорусскую землю и пришло время подводить реальные, а не пропагандистские итоги, белорусский штаб партизанского движения составил итоговый отчет. В этих рубленых, бесстрастных строках, лишенных всякого пафоса, была зафиксирована суровая правда. Всего в партизанских формированиях республики за все время оккупации насчитывалось 373 942 человека. Из них непосредственно в боевых соединениях, то есть в бригадах и отдельных отрядах, состояло 282 458 человек. Остальные почти 80 тысяч – это были люди, выполнявшие не менее важную и опасную работу. Разведчики, связные,
члены подпольных антифашистских комитетов, которые действовали в городах и селах, а также те, кто охранял и обеспечивал жизнь так называемых партизанских зон, освобожденных от оккупантов территорий в глубоком тылу врага. Кроме того, как выяснилось уже после войны, в Белоруссии действовала огромная, разветвленная сеть подпольщиков, насчитывавшая более 70 тысяч человек, из которых свыше 30 тысяч были постоянными связными и агентурными разведчиками партизан. А если взглянуть на картину в масштабах всей оккупированной территории Советского Союза, то, согласно данным Центрального штаба, на 1 апреля 1943 года на пике развития движения в лесах сражалось 110 889 партизан. Основные очаги сопротивления, разумеется, находились в Белоруссии, на Украине, в Крыму, а также в лесистых районах Смоленской и Орловской областей. В то же время в прибалтийских республиках, где значительная часть населения не питала никаких симпатий к советскому строю, партизанское движение было крайне слабым и малочисленным. В Эстонии, например, в это время действовало всего 3 крошечные диверсионные группы общей численностью 46 бойцов. В латвийских лесах скрывалось 13 небольших групп, в которых насчитывалось около 200 человек. А в Литве действовало 29 подпольных формирований, в которых состояло 199 отважных, но практически никак не влиявших на общую обстановку людей. И уж совсем анекдотично, если бы это не было так трагично, выглядела ситуация в Молдавии. Из 2892 человек, числившихся в партизанских отрядах республики, этнических молдаван было всего несколько человек. Основной костяк составляли заброшенные из-за линии фронта русские, украинцы и белорусы. Так что знаменитая песня про смуглянку-молдаванку, собирающую партизанский молдаванский отряд, это не более чем красивая поэтическая фантазия, не имеющая ничего общего с исторической реальностью. Молдаване, хлебнувшие за год советского господства в 1939-1940 годах всю прелесть коллективизации и репрессий, в массе своей явно предпочитали вернуться в состав Румынии. Итак, какова же была реальная численность этой лесной армии, сражавшейся в тылу врага? Если отбросить пропагандистскую шелуху и послевоенные приписки, то по самым честным и выверенным подсчетам, основанным на архивных документах, можно говорить о том, что на пике своего развития, к середине 1943 года, в боевых партизанских отрядах на всей оккупированной территории СССР сражалось около 500 000 человек. Не миллион, как нам долгое время рассказывали, но и это была колоссальная, невероятная по своей мощи и значимости сила. Целая армия, не мифическая, а самая настоящая, сковывавшая своими действиями десятки вражеских дивизий, которые так нужны были Гитлеру на фронте. А теперь давайте коснемся другой, еще более страшной и неудобной правды, о которой десятилетиями предпочитали либо молчать, либо говорить шепотом. На стороне врага, в рядах вермахта, в карательных батальонах СС и СД, в многочисленных полицейских и охранных формированиях, по разным до сих пор оспариваемым оценкам историков, служило от 1 до 1,5 миллионов бывших советских граждан. Еще несколько сотен тысяч человек работали в оккупационных администрациях, занимая посты старост, бургомистров, чиновников всех мастей. Можно ли всех их огульно, одним росчерком пера, записать в предатели Родины? История — наука сложная, она не терпит простых и однозначных ответов. Безусловно, были среди них идейные враги советской власти, убежденные антикоммунисты,
которые сознательно пошли на службу к немцам, надеясь с их помощью построить новую Россию без большевиков. Но было и огромное количество тех, кто сделал этот страшный выбор под дулом пистолета, спасая от голодной смерти свою семью, своих детей. Были и те, кто, оказавшись в нечеловеческих условиях немецких лагерей для военнопленных, предпочел службу в полицаях медленной и мучительной смерти от голода и болезней. Это трагическая и многогранная страница нашей истории, которая требует не огульного осуждения, а глубокого и честного изучения. Но вернемся к партизанам. За громкими словами о подвигах и успехах часто скрывается самая страшная статистика – статистика безвозвратных потерь. Это те самые сухие, бездушные цифры штабных отчетов, за каждой из которых стоит оборвавшаяся человеческая жизнь, горе матерей и вдов. Давайте просто вслушаемся в эти цифры, в эту леденящую кровь арифметику войны. На 1 января 1944 года только по официальным и наверняка неполным данным, по отдельным республикам и областям, без учета Украины и Молдавии, потери партизан составили: Карело-Финская ССР — 752 человека убитыми и 548 пропавшими без вести, а всего 1300 человек, из которых только у 1086 были известны имена и адреса родных, кому можно было отправить похоронку. Ленинградская область, где бои носили особенно ожесточенный характер, 2954 убитых, 1372 пропавших без вести, итого 4326 оборвавшихся жизней. Эстония — 19 убитых, 8 пропавших без вести. Латвия — 56 убитых, 50 пропавших. Литва — 101 убитый, 4 пропавших. Калининская область — 742 убитых, 141 пропавший. Белоруссия, ставшая настоящим партизанским краем, 7814 убитых, 513 пропавших без вести. Смоленская область — 2618 убитых, 1822 пропавших. Орловская область — 3677 убитых, 3361 пропавший без вести. Краснодарский край — 1077 убитых, 335 пропавших. Крымская АССР — 1766 убитых, 526 пропавших. Всего, по этим далеко не полным данным, 20 886 убитых и 8680 пропавших без вести. 29 566 человек. И это только те, кого удалось посчитать. И к этим страшным цифрам нужно добавить еще одну, самую ужасную. Именно в последние 7 месяцев оккупации, весной и в начале лета 1944 года, когда немцы, предчувствуя свой конец, бросили против партизан целые армейские соединения, лесная армия понесла самые чудовищные потери. Только в Белоруссии за этот короткий период погибло, пропало без вести и попало в плен 30 181 человек, почти в 4 раза больше, чем за все предшествующие 2,5 года войны. Общие же безвозвратные потери советских партизан за все время войны, по самым осторожным и заниженным подсчетам, оцениваются как минимум в 100 тысяч человек. 100 тысяч жизней, отданных в лесной, невидимой миру войне. И, наконец, последний, самый красивый и самый далекий от реальности миф — миф о знаменитой рельсовой войне. Послевоенные фильмы и книги создали в нашем сознании яркую и впечатляющую картину.
Партизаны, действуя как единый, слаженный механизм, по единому приказу из центра, одним мощным скоординированным ударом парализуют все железнодорожные коммуникации врага, обрекая его армию на голодную смерть в тылу. Отчеты, летевшие в Москву, казалось, полностью подтверждали эту картину. Только с апреля по июнь 1943 года, в самый разгар этой скрытой битвы, по донесениям партизанских командиров, под откос было пущено свыше 1400 вражеских эшелонов. А всего за годы войны, как следовало из итоговых сводок, партизаны вызвали крушение более 21 тысячи поездов. Цифры, безусловно, впечатляющие. Но, как это часто бывает на войне, реальность, зафиксированная в секретных документах и послевоенных воспоминаниях самих участников событий, оказалась куда сложнее и прозаичнее. Да, диверсии на железных дорогах были, и они были постоянной, изматывающей головной болью для немецкого командования. Но в отчетах, которые уходили в центр, цифры зачастую множились с калейдоскопической быстротой. Командиры отрядов, соревнуясь друг с другом за награды, продовольствие и признание, беззастенчиво приписывали себе не только успехи соседних отрядов, но и совершенно вымышленные крушения. Доходило до абсурда. 11 сентября 1943 года сам Пономаренко в шифровке Сталину с досадой признавал, что, судя по поступающим с мест донесениям, выходит, будто партизаны пустили под откос в 3,5 раза больше эшелонов, чем у немцев вообще было на данном участке фронта. Это, писал он, создает у высшего руководства опасную иллюзию, будто мы полностью парализовали движение врага, хотя это, мягко говоря, далеко не так. Уже после войны многие прославленные командиры, герои Советского Союза, в своих мемуарах или в узком кругу соратников честно признавались в этих приписках. Так, командир одной из белорусских бригад Иван Захарович Кузнецов вспоминал, что за все годы войны ему лично удалось пустить под откос всего 3 эшелона, и еще 3 взорвали его подчиненные, в то время как по официальным отчетам на счету его бригады числились сотни уничтоженных поездов. А легендарный Владимир Елисеевич Лобанок, дважды Герой Советского Союза, признавал, что на его счету было около 20 эшелонов, взорванных либо лично им, либо при его непосредственном участии. А ведь по сводкам его бригада числилась одной из самых результативных. Он объяснял это просто. Командиры отрядов, желая выслужиться, приписывали себе все, что только можно, докладывая о любом, даже самом незначительном взрыве на железной дороге, как об успешном крушении целого эшелона. Немцы же, в свою очередь, проявили чудеса организованности и быстро научились противодействовать этой тактике. Вдоль всех ключевых магистралей они вырубили леса на десятки метров, выставили посты, а главное, держали наготове специальные, прекрасно оснащенные ремонтные поезда с запасами рельсов, шпал и всем необходимым оборудованием. Самая удачная и разрушительная диверсия могла остановить движение поездов лишь на несколько часов от 6 до 10. Так что же, выходит, все это было ложью? И партизанское движение — это просто красивый пропагандистский миф, созданный после войны? Нет, и еще раз нет. Это была великая и трагическая правда. Правда о людях, которые, оказавшись в нечеловеческих, немыслимых условиях, часто преданные и забытые собственным командованием, продолжали делать свое дело. Они сражались не за цифры в отчетах и не за звезды на гимнастерках. Они сражались за свою землю, за своих детей, за свое будущее. И их подвиг, очищенный от наслоений лжи и пропагандистской шелухи, становится от этого только величественнее, понятнее и ближе нам.